Я родом с Мамлюйского района, села Андреевка. Раньше он был Бишкульский район. 87-го года я рождения. В 91 году переехали в Мамлюйский район, село Покровка. Там я отучился 11 классов, закончил Покровскую среднюю школу. После чего я поступил в СКГУ, Северо-Казахстанский государственный университет, на образование. Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта. Пришел в полицию в 2009 году, в конце 2009 прошел медкомиссию полностью, все. Прошел приказ, начальник кадровой службы принял меня на работу. Я пришел в ГАИ, сейчас она называется местная полицейская служба. У меня был наставник Воробьев Сергей Владимирович, как до сих пор его помню. До сих пор созваниваемся, он уже на пенсии, встречаемся. То есть он как уже немножко подзабывает там какие-то моменты. У меня интересуется до сих пор. Он у меня был год наставником. Я ровно год работал в городе. Командир взвода у меня был Алимжанов Ханат Карибекович. Сейчас он командир батальона городского. После чего по направлению я попал на трассу Челябинск-Новосибирск. Это направление Мамлюйского района. Тут интенсивность движения очень большая. То есть грузовые машины, поток очень большой. Когда заступая на охрану общественного порядка и дорожной безопасности, должен следить за каждым движением, за каждым, получается, остановленный, брошенный транспорт, передавать, допустим, все гололед, снежный накат, чтобы недопущение, самое главное, это недопущение ДТП на моем участке. И в общем, в случае, если кто-то обратился, должен всегда помочь, принять заявление, обследовать участок и всегда быть начеку. То есть даже если я обследовал участок и через каждые там полчаса, например, я должен доложиться в дежурную часть о том, что на трассе Челябинск-Новосибирск обстановка норм. Конечно, служба в полиции это очень, как говорится, сложная сама по себе. Но опять же, тут надо быть психологом в свое время. Каждый по-разному относится по состоянию, допустим. Некоторые едут, кто-то на похороны едет, кто-то едет там на день рождения, кто-то везет там выпивших людей. Эти выпившие люди, как порой начинается возглас ихний. Вот. И всегда надо находить какую-то инициативу. Где-то вот, если люди едут на похороны, надо сделать снисхождение, помочь им навстречу пойти. Если везут беременную женщину, сопроводить, помочь. Если пешеход идет на трассе, остановиться, довести его до места в ту сторону, куда он едет. И у нас Северо-Казахстанская область, погода здесь то холодно, то резко плюсовая температура. То есть обязательно гололед, буран. Вот в основном буран и в мороз
у нас идет перекрытие автодороги, скопляется транспорт на том участке, где перекрытие дорог, и люди стоят. Ну, в основном люди приходят с пониманием. Ну, бывают такие неадекватные, что вот мне надо ехать, и вот и все. Если они не подчиняются законным требованиям сотрудника органов внутренних дел, то есть на них принимается статья 667, это неповиновение сотрудникам, там влечет 37 РП, либо арест. Вот так. Когда сильные морозы для дизельного транспорта и общественного, трасса закрыта, люди должны это быть с пониманием, потому что, то есть, если сотрудники ГАИ перекрывают на одном месте и в другом месте, и где-то на участке он сломается, ему уже помощи как бы будет, но если он позвонит, опять же, на 112. Но в случае, чтобы таких ситуациях не было, всегда читали СМС 112 и говорили, чтобы не выезжали на трассу. Это мой личный совет. Бывали такие случаи, что собирают много машин и под сопровождением везет их от одной точки до другой точки. Получается, автобус сломался, таджикский, Республика Таджикистан. Там находилось 48 людей, то есть у них сломался двигатель. Это вот не доезжая города Петропавловска, между Петельфельдом и городом Петропавловском. Мы подъехали сзади, включили проблесковый маячок, после чего передали данные все в дежурную часть. Дежурный принял, после чего всех людей эвакуировали на другой автобус и отправили на пункт обогрева. На следующий день также экипаж остался у нас, мы поменялись прямо на трассе, прямо возле этого автобуса, после чего на следующий день приехал обогревочная машина, полностью с большой фен, получается. Его укутали, все, его отогрели, дизель. Отогрели его. И он продолжил движение. Даже вот где-то в Инстаграме это есть. Это было уже такое. Вот такие моменты бывают. Вот сейчас данная машина стоит на аварийке, вот сейчас подъеду, узнаю, что... Когда приезжаешь первый на место ДТП, ты видишь очень многое, и это все откладывается, как говорится, в голове. Очень стрессовые такие ситуации бывают, и не знаешь, как бы, в трех машинах все три пострадавшие, кому оказывать в первую очередь? Конечно, в первую очередь оказывать женщинам и детям. В самую первую очередь, конечно, детям, если так оно и есть. Сперва оказываешь помощь, то есть потом уже когда все нормализуется, потом скорая приезжает, забирает там, допустим, сложных. Все, после чего продолжаешь движение перекрывать. Всем водителям хочу сказать, что в ночное время надо ехать по-тихому, потихонечку, в плане того, что недопущение ДТП. Сейчас вот по трассе очень много косуль, то есть они выбегают, происходит дорожно-транспортное происшествие. Предупреждаю всех, чтобы все ездили потихонечку, не спешили никуда. Тем более сейчас оттепель, гололед. Еще от морозов снежный накат не отошел.